свежим данным по коронавирусу в Коми за сутки 33 новых случая заболевания, сообщают санитарные врачи. При этом количество выписанных снова в 2 раза больше, не прибавилось и летальных исходов. В целом тенденция хорошая, но обстановка непростая. Дабы поддержать медиков-героев, по крайней мере тех, что 4-й месяц спасают жизни в Усинской ЦРБ, местная жительница Гульжанат Мадмелиева смонтировала ролик посвящения. Смонтировала на основе топовой сейчас по тематике композиции «Не все герои носят плащи». Тут и демонстрация кабинетов Усинской больницы, где борются с ковидом, оснащенности и средства защиты, общение с пациентами и даже, кажутся, совершенно немыслимые кадры, репортаж из красной зоны. Я не знаю, что за мир был бы без них. Мы дожили бы до бездны. Люди те же, но железные. Все стихии и болезни к черту. Героев рождают беды, 2 стороны одной монеты. Вечный май, снова лето, и родные знают, где ты. Кстати, в оригинальной версии клипа на слова Арутюна Таманяна, известного как Фарго, приняла участие и наша популярная ухтинка Юлия Самойлова. Путь вернись, но демон и хорош. Ты ценишь, пока ты живешь. Правда видна через ложь, и солнце пробьется сквозь дождь. Песня сейчас транслируется на стриминговых сервисах, а средства от ее прослушивания идут в благотворительный фонд «Врачебное братство». Вот как последнюю информацию по распространению COVID-19, а также другие важные новости региона прокомментировал в очередном телеобращении исполняющий обязанности главы Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 6224 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 33 человека. Под медицинским наблюдением 1932 человека. Выздоровели 5116 человек. За сутки мы сегодня хорошо выздоровели 74 человека. Сегодня мы провели республиканское августовское педагогическое совещание, на котором подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили задачи по развитию отрасли образования на ближайшую перспективу. Одно из направлений, которое вызвало бурное обсуждение, это вопрос профориентации наших 9-10-классников, 11-классников, особенно тех, кто заканчивает школы в сельской местности. Встречаясь с руководителями сельхозпредприятий, с руководителями леспромышленного комплекса и просто с руководителями муниципальных образований республики, очень часто вставал вопрос о том, что раньше детей обучали рабочим специальностям в школе, а сейчас это утрачено. Так вот, мы приняли решение, и с этого года в 14 районах республики такое образование, профориентация с получением рабочих специальностей начинаем именно с этого года. Мы также обсудили формат начала нового учебного года, и он начнется в обычном режиме, но со строгим соблюдением всех санитарных норм и правил. В республике продолжается работа по повышению качества образования. До конца сентября планируется открыть школы в микрорайоне Орбита города Сыктывкара и в селе Часово Сыктывдинского района. До конца года в Сыктывкарском поселке Краснозатонский, селе Визинга Сысольского района и селе Дутово Вуктыльского района. Всего будет введено более 2500 новых ученических мест. В рамках подготовки к новому учебному году республика закупила 49 школьных автобусов. 37 из них сегодня были переданы в города и районы. Еще 12 автобусов поступят до конца года. Наши дети должны безопасно и комфортно добираться до школы и, конечно, чаще выезжать на различные конкурсы, соревнования и экскурсии. Есть еще одна задача – это дороги. Они должны быть точно так же нормативные и безопасные. И мы точно этим будем заниматься в ближайшие годы. Это задача номер 1. Поддержка отрасли образования оказывается и в рамках проекта «Народный бюджет». Уже реализованы 12 из 30 проектов в этой сфере. Так, например, в Воркуте на территории школа-сад номер 1
оборудовали спортивно-игровую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. В таком же учебном заведении села Шошка Княжпогосского района завершены работы по ремонту фундамента. Напомню, всего в этом году будут реализованы 237 народных проектов по 10 направлениям с общим объемом финансирования из республиканского бюджета в 124 миллиона рублей. Мы продолжаем оказывать помощь сельхозпредприятиям республики, увеличиваем объемы субсидий на товарное молоко. На эти цели выделен дополнительно почти 41 миллион рублей. Причем для сельскохозяйственных организаций, работающих в городском округе Инта, ставки субсидий будут увеличены в 2 раза, а для всех остальных на 10%. Для поддержки и закрепления квалифицированных кадров на селе в республике выплачиваются подъемные молодым специалистам. С начала года 26 человек уже получили выплаты на общую сумму более 3 миллионов рублей. Учитывая востребованность этой меры поддержки в аграрном секторе, мы приняли решение в этом году направить на эти цели дополнительно еще более 5 миллионов рублей. Это позволит выплатить подъемные 42 работникам агропромышленного комплекса. Специалисты получат по 500 тысяч рублей, рабочие кадры по 300 тысяч рублей. Уважаемые жители республики, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.